Сегодня действительно великолепный день, день великой радости и восторга. Этот чудесный день, этот фантастический, славный день создан Богом специально для меня. Я радуюсь и готов принять все, что встречается на моем пути. Я нахожусь сверху, веду, а не следую. Я выше, а не ниже. Мое предстоящее путешествие окончено, а не подошло к концу. Я твердо верю, что Бог вел меня так далеко, чтобы не дать мне споткнуться или утонуть. Внутри меня есть твердое убеждение, что мне суждено перейти на другую сторону. Я уверенно финиширую в этой гонке. Неудача для меня не вариант. Ибо если Бог со мной, то кто устоит против меня? Утешающе осознавать, что сила внутри меня больше, чем любая сила в этом мире. Это действительно прекрасный день. Если вы читаете это со слезами на глазах, поймите, что это послание Бог обращается непосредственно к вашей израненной душе. Это не просто совпадение, что вы наткнулись на это сообщение. Это был Божий замысел привести вас сюда. Он хочет, чтобы вы знали, что Он создает для вас путь прямо сейчас. Он исцеляет вашу болезнь, готовясь предоставить вам возможность, подобной которой вы никогда не видели. Он исправляет ваши натянутые отношения. Сохраняйте веру, ибо ваш прорыв близок. Молитесь перед сном, молитесь обо всем. Откройтесь Богу, поделитесь всеми своими радостями и печалями. Он всегда слушает, всегда рядом с тобой. Молитва имеет силу изменить ситуацию. Даже если вы думаете, что Бог не слушает, поверьте мне, Он слушает. Он всегда над чем-то работает для вас. Итак, сделайте глубокий вдох, ищите прощения и прощайте других. Помните, каждый новый день – это новое начало. Жизнь может быть трудной и не всегда приятной. Бог знал это, и поэтому Он принес Себя в жертву на кресте за нас. У Него есть для вас окончательный план искупления. Держитесь, потому что Бог собирается вознаградить вас вдвойне за каждую пролитую слезу и каждое сожаление, которое приходит вам на ум. Наш Небесный Отец исцелит ваше разбитое сердце. Вас ценят и любят. Вы имеете значение. Когда Бог говорит «успокойся», Он имеет в виду оставаться внутренне спокойным, продолжая двигаться вперед с терпением и спокойным духом. Он организует все для вашей выгоды. Изменить образ мышления сложно, особенно когда существуют глубоко укоренившиеся привычки беспокойства, но, не избавившись от этой тревожной потребности знать и контролировать все, мы никогда не сможем по-настоящему вырасти или полностью ощутить наше взаимодействие с Богом. Враг знает, что вы ближе к победе, чем когда-либо. Он может видеть ангельскую деятельность вокруг вас и Божье благоволение к вам. Он пытается утомить вас и вывести из себя, потому что вы в нескольких шагах от обещанного места. Я понимаю, что это больно и утомительно, но, пожалуйста, отступите и поймите, что враг нападает на вас не просто так. Почему повышается давление? Это потому, что враг пытается остановить это массовое движение Бога, но ему это не удается. Бог говорит: «Дитя, не иди на компромисс с планами, которые я имею для тебя, из-за страхов, преследующих тебя из твоего прошлого. Ты не упадешь, ты никогда не потерпишь неудачу. Я с тобой, и я подниму тебя туда, где мы сможем быть еще ближе. Поверьте мне, и давайте сделаем этот шаг».
Помни, не проходит ни секунды, как я не с тобой. Итак, я тоже буду с вами в этом прыжке. Позвольте мне показать вам чудеса, которые я приготовил специально для вас. Я верю в тебя. Все ваши благословения скоро осуществятся. Вы поймете, почему на это потребовалось время, почему ожидание того стоило и почему все произошло именно так. Ангелы говорят вам перестать соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Ты достаточно натерпелся за эти годы. Пришло время расставить приоритеты и не чувствовать себя виноватым. Вы должны быть своим самым большим сторонником среди всех остальных. Кто-то скоро заставит вас осознать свою ценность. Просто подожди. Сегодня Дух хочет, чтобы вы знали, что мы понимаем беспокойство и отсутствие мира, который вы испытываете из-за нынешних глобальных беспорядков. Мы хотим заверить вас, что лучший способ действий – найти мир внутри себя. Именно через этот внутренний мир вы можете создать внешний мир, к которому стремитесь. Мы рекомендуем вам медитировать ежедневно, даже в периоды беспокойства, когда вы чувствуете, что не можете усидеть на месте. Ваши молитвы и осознание того, что вы посылаете любовь в мир, помогут нам помочь вам как глобально, так и лично. Ваш результат вас поразит. Это будет именно то, что вы ожидали, или даже больше. Вы даже не представляете, насколько идеальным будет ваше время. Все складывается, все происходит. Вы можете поверить, что если вы не видите радикальных изменений, то дела идут не в вашу пользу. Но в жизни так много тонкой энергии. Ваши проявления полностью сформированы и входят в вашу реальность прямо сейчас. Сила вашего разума может создавать миры, преобразовывать мысли в осязаемые формы и воплощать в реальность ваши самые смелые мечты. Верь в себя, ты очень мощный. Как только вы это произнесете, оно уже в пути. Это сила, которой вы обладаете. Двигайтесь сейчас, зная, что это приближается, что это здесь, и это уже произошло. Осознаете ли вы, сколько величия пытается войти в вашу жизнь каждый момент? Вселенная полна потенциала. Перед вами открываются бесчисленные возможности. Каждый момент – это выбор, и этот выбор открывает новый путь со многими другими возможностями. Возможно, вы получаете признаки того, что вам следует стать лучше, перестать оправдываться, освободить место для случайностей, чудес и неожиданных благословений. Величайшие события в жизни всегда происходили неожиданным образом. Ничто не может произойти без позволения Бога, и Он не допустит трудности, если у Него нет для этого божественной цели. Если вы сохраните мир, вы пройдете испытание, и Бог выведет вас лучше, чем вы были раньше. Позвольте мне поделиться с вами посланием, которое способно вызвать эмоции и вызвать слезы на ваших глазах. Как напоминает нам Библия, Священные Писания уверяют нас, что мы не просто победители, но больше, чем победители. Это свидетельство божественного проекта, который Бог приготовил для жизни каждого человека. Нет испытания, нет невзгод, нет трудностей, которые мы не могли бы преодолеть и оправиться от них. Вы сильнее, чем можете себе представить. Библия умоляет нас быть сильными и очень смелыми. Этот единственный стих содержит ключ к тому, чтобы противостоять и преодолевать любые препятствия, которые может преподнести нам жизнь.
Вы можете пронести этот стих с собой через все взлеты и падения жизни, даже до самого конца. Во времена трудностей наша инстинктивная реакция должна заключаться не в том, чтобы поддаться страху, а в том, чтобы сосредоточить свой разум на Боге. Фактически, когда страх является первой реакцией на жизненные ситуации, нашим непосредственным высказыванием должна быть просьба к Богу быть сильным и смелым с нами. Речь идет о непоколебимом доверии Богу, который поможет нам преодолеть жизненные штормы. Доверие к Богу вселяет в нас уверенность в том, что мы никогда не будем обременены больше, чем можем вынести. Когда вы чувствуете себя подавленным и неспособным сделать еще один шаг вперед, напомните себе об этом, вам никогда не дадут больше, чем вы можете выдержать. Это потому, что обетования Божьи непоколебимы. Вместо того, чтобы заявлять, что вы не можете пережить это в другой день, провозгласите, что вы, возможно, не захотите этого в другой день, но с Богом у вас есть силы, чтобы выстоять. Как часто вы делаете паузу, чтобы выразить свою благодарность Господу? Благодарность следует выражать не только в хорошие времена, а постоянно, даже среди повседневных дел. Благодарность – мощный ключ к успеху. Это отношение должно глубоко укорениться в нашем мыслительном процессе и в том, как мы живем. Просыпайтесь каждое утро не со страхом, а с сердцем, переполненным благодарностью. Вместо того, чтобы просто надеяться на хороший день, скажите, что сегодня будет отличный день. Осознайте благословения, которые Бог дарует вам каждый день, например, способность дышать, видеть, слышать, ходить и есть. Поймите и признайте, что Он является источником всех ваших благословений. Но благодарность не должна на этом заканчиваться. Это должно быть неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Научите своих детей быть благодарными с раннего возраста и наблюдайте, как меняется их жизнь. Когда вы постоянно благодарите Бога, ваша жизнь становится постоянным актом поклонения. Способность видеть, слышать, ходить и есть – это благословения, которые мы часто упускаем из виду. Возьмите за привычку выражать Иисусу свою благодарность за каждый из этих даров. Даже когда вы сталкиваетесь с проблемами или болью, выразите свою благодарность за уроки, которые вы извлекли из этого опыта. Благодарность – мощное средство от беспокойства. Удивительно, как сердце, наполненное благодарностью, может рассеять беспокойство. Когда вы сосредоточитесь на благодарении и восхвалении Бога, вы обнаружите, что беспокойство исчезает, заставляя вас задуматься, почему вы когда-либо волновались. Жить в благодарности значит признавать присутствие всемогущего, вселюбящего Бога, который любит вас безоговорочно. Все, что Он просит взамен, это ваше признание, благодарность и послушание. Каждый день – это дар Божий, его следует не тратить зря, а беречь. Не плывите бесцельно по жизни. У вас есть цель, судьба. У Бога есть план для вашей жизни. Откройте для себя это и примите решение жить в Его присутствии каждый Божий день. Помните, Бог всегда должен быть первым в вашей жизни. Он первый во Вселенной, и мы должны ставить Его на первое место во всем, что мы делаем. Начните свой день с Ним. Позвольте Ему направлять ваши шаги, давать вам силу и наполнять вас целью. Выделяете ли вы время для личной молитвы или уединения с Богом? Иисус, наш главный лидер, начал свои дни в общении с Богом. Вы также можете уделить время этой интимной связи,
этому личному диалогу с вашим Небесным Отцом. Слушать так же важно, как говорить в молитве. Когда вы в последний раз просто слушали то, что Бог говорил вам? Пусть ваше время с Ним будет двусторонним разговором, в котором вы говорите и, что более важно, слушаете. Дело не в том, жаворонок вы или нет, а в том, чтобы сделать Бога приоритетом в своей жизни. Даже если это всего несколько минут каждое утро, начните свой день с Ним. Скажите: «Доброе утро, Иисус! Я люблю Тебя, и Ты нужен мне сегодня». Если утро для вас тяжелое, попробуйте посвятить обеденный перерыв Богу, а не сплетничать и жаловаться. Проведите это время с Ним и посмотрите, как это изменит ваш день. Молитву не следует рассматривать как нечто, что вы делаете только в трудные времена или в нужде. Это должно стать привычкой, неотъемлемой частью вашей жизни. Молитесь обо всем, большом или малом. Помните, вы не одиноки в этом путешествии. Бог с вами каждое мгновение, на каждом этапе пути. Он не только здесь воскресным утром, Он всегда с вами. Поставьте Бога на первое место, и Он позаботится обо всем остальном. Проживая каждый день, не беспокойтесь о завтрашнем дне. Возьмите жизнь по одному дню за раз. Иисус здесь, прямо сейчас, с вами, и это все, что вам нужно. Давайте жить так, как будто нас действительно волнует, что думает Бог обо всем, что мы делаем. Давайте будем уделять Ему приоритетное внимание в наших разговорах, развлечениях, выборе и финансах. Посреди жизненного хаоса и неопределенности помните, что Бог всегда доступен, всегда слушает, всегда готов направить вас. Ваша жизнь – это дар от Него, и каждый день – это возможность прожить жизнь с Богом. Живите в Его присутствии, доверяйте Его любви и сделайте Его центром своей жизни. Мои дорогие друзья, я несу вам послание надежды, послание, которое тронет ваше сердце и вызовет слезы радости на ваших глазах. Слова – это больше, чем просто высказывания. Они представляют собой обязательство того, кто любит вас безоговорочно. Иисус обращается к вам сегодня и на предстоящей неделе, обещая, что этот период будет отмечен значительным ростом, переполненным добром и изобилием. Он умоляет вас не терять надежду. Продолжайте молиться и сохраняйте веру в Него, поскольку Он найдет решение даже в самых сложных ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными. Он признает трудности, которые в настоящее время переживают многие: финансовое бремя, напряжение в отношениях, непреодолимый стресс и душевную боль, которая сжимает ваше сердце. Он видит все это, но хочет заверить вас, что Он рядом с вами. Он – целитель ваших ран, восполняющий ваши нужды и податель мира, превосходящего понимания. Доверьтесь Ему, следуйте Его руководству, и ваша жизнь станет прекрасным гобеленом счастья, наполненным потрясающими впечатлениями и прекрасными моментами. Иисус напоминает вам, что Он всегда рядом, особенно когда вы чувствуете, что вся надежда испарилась. Возьмите Его за руку, прислушайтесь к Его шепоту, и Он осветит ваш путь светом. Сохраняйте спокойствие, ведь Он Бог, и вместе вы сможете преодолеть любые трудности. Он благословляет вас и держит вас близко к своему сердцу, Его лицо сияет на вас добротой, поднимая вас и даруя вам глубокий покой. Доверьтесь Ему, который станет вашим источником силы и утешения. Он рассеет каждую тень беспокойства, страха, недостатка или боли из вашей жизни,
наполнив ваши дни своим миром, любовью, изобилием и благословениями. Все, что Он просит, это вашей веры в Него. Если вы верите, подтвердите свою веру, написав 22:22. Это ваш момент получить обильные благословения от Господа. Держитесь за веру и надежду и станьте свидетелем чудес, происходящих в вашей жизни. Иисус заявляет о своей любви к вам и обещает всегда быть рядом с вами, особенно во времена неуверенности и смятения. Ищите Его мудрости и руководства, и Он неизменно направит вас в правильном направлении. В ближайшие месяцы Он обещает благословения в ваших личных отношениях и духовном путешествии. Эти благословения – Его дары вам, данные вам из безграничной любви и божественной цели. Примите их с открытым сердцем, берегите их, ибо они принесут вам безграничную радость и неприходящее удовлетворение. Что касается ваших финансов, Он заверяет вас в изобилии. Доверьтесь Ему, и Он приведет вас к процветанию и изобилию. Поддерживайте пламя веры, ярко горящее в вашем сердце, зная, что Он всегда наблюдает за вами. Он наставит вас на путь добра и благодати. Врачи, адвокаты и солдаты могут оказать временную помощь, но Иисус напоминает вам, что только Он может предложить вечную жизнь. Ищите Его, и Он приведет вас к вечной радости и вечному миру. Он призывает вас молиться Ему, искать Его руководства и защиты. Он всегда рядом, готов выслушать и ответить на ваши потребности. Держите Его близко к своему сердцу, и Он защитит вас от вреда. Он всегда с тобой, наблюдает за тобой, направляет каждый твой шаг. Если вам резонирует Его послание, напишите 333. Господь сравнивает себя с любящим Отцом, который все видит, понимает твои мысли и знает желания твоего сердца. Именно Он дает вам силу, мудрость и возможности для успеха. Когда вы достигаете успеха, Иисус советует вам быть благодарными и признать Его роль в вашей жизни. Оставайтесь рядом с Ним, и Он продолжит благословлять вас, направляя вас к цели вашей жизни, даже когда это трудно. Господь призывает вас любить тех, кто вам не нравится, и проявлять доброту к вашим врагам. Это может показаться пугающим, но это необходимо для по-настоящему счастливой и полноценной жизни. Когда вы проявляете доброту к своим врагам, вы отражаете характер Христа и становитесь примером Его природы. Иисус напоминает своим дорогим детям, что они, возможно, сталкивались с трудностями, неудачами и душевными страданиями. Возможно, они плакали, страдали и задавались вопросом, почему жизнь складывается именно так. Но Он уверяет их, что Он – Бог восстановления, искупления и благословений. Он превратит их печаль в радость, их разбитость – в красоту, а их боль – в счастье. Он сделает это открыто, даже перед теми, кто может противостоять им, чтобы они тоже могли признать, что Он – их Бог, а они – Его возлюбленные дети. Если вы верите в Его послание, верьте, что Он обновит вас, осыпая вас благословениями, превосходящими ваши самые смелые мечты. Ваше будущее будет симфонией прогресса и процветания. Даже когда вы совершаете ошибки, Он заверяет вас в своей любви. Он обещает убрать негатив из вашей жизни, и в ваше существование придет изобилие. Доверьтесь Ему, ибо Он обещает будущее, наполненное счастьем, как никогда раньше. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить свою веру.
Иисус приглашает вас присоединиться к Нему, чтобы улучшить свою жизнь, принести благословение вам и вашим близким, облегчить вашу боль. Через молитву вы найдете правильный путь, встретите нужных людей и откроете правильные возможности. Оставайтесь сильными, наблюдайте за Его благостью, доверяйте Ему всем своим сердцем и не полагайтесь только на свое понимание. В трудные времена Он будет направлять и укреплять вас, чтобы вы могли преодолеть трудности. Приготовьтесь к тому, что замечательная возможность уже на горизонте. Вы собираетесь вступить в сезон изобилия и любви, где все будет складываться в вашу пользу, организованное идеальным временем Бога. Доверьтесь Богу, потому что вы находитесь на грани получения внезапного излияния благословений и возможностей, которые навсегда изменят вашу жизнь. Напишите «Иисус, Господь», чтобы подтвердить свою веру. Иисус призывает нас не беспокоиться, а вместо этого принести наши проблемы Богу через молитву и благодарение, признавая Его дары. Этот поступок открывает путь на небеса, принося больше чудес в нашу жизнь. Крайне важно полагаться на Бога, верить в Него и устранять страх и сомнения на нашем пути. Молитву Господню мы заканчиваем тем, что просим Бога, и если это соответствует Его божественному плану, войти в наши дома и забрать наши заботы и проблемы. Мы просим Его руководства и исцеления для наших семей. Завтра нас ждет преобразующий день, когда печаль, депрессия и финансовые трудности сменяются надеждой, радостью и изобилием. Господь заверяет нас, что Он снимает бремя, которое удерживало нас, превращая нашу боль, борьбу и нужду в исцеление, утешение и богатство. Благодаря молитве мы попадаем в нужное место, встречаем нужных людей и находим правильные возможности. Иисус говорит нам, что нас ждет что-то удивительное, будь то работа нашей мечты, спутник жизни или прорыв за пределы наших самых смелых мечтаний. Как учит нас Святая Библия, верная любовь Господа никогда не кончается, Его милости никогда не прекращаются, Его верность огромна, а Его милости свежи каждое утро. Чтобы подтвердить это обещание, напишите 101. Господь с любовью заканчивает, уверяя нас, что в ближайшие 3 дня наша жизнь наполнится чудесными сюрпризами. Нам следует ожидать невероятных прорывов, наполненных счастьем, любовью и глубоким покоем. В 2023 году Господь предсказывает значительный сдвиг в нашей жизни, который приведет к финансовой стабильности и настоящей любви, которой мы так жаждали. Мы станем маяком крепкого здоровья, богатства и процветания для наших семей. Наши слабости превратятся в сильные стороны, и мы вылечимся от любой болезни. Иисус предлагает нам молиться вместе, заявляя, что мы не будем беспокоиться, а вместо этого доверимся Богу. Мы должны верить, что Он никогда не оставит нас и что Он выполнит каждое данное им обещание. Эти слова призваны вдохновлять, поднимать настроение и мотивировать. Именно наша вера и убеждения воплотят их в жизнь в нашей жизни. Пусть вы найдете утешение и надежду в этих словах, и пусть они приведут вас к миру и благословению. У Бога есть для вас прекрасное послание. Как ваш суверенный Бог, Он знает ваше прошлое и ваше будущее. Он говорит эти слова к вашему сердцу и, как любящий Отец, призывает вас не терять надежду. Не сдавайтесь, сделайте еще один шаг веры. Стойте, ибо цепи когда-то
связывавшие вас, разрушены, и стены, стоявшие на пути вашего счастья, рушатся. Настало время действовать, не медлите. Поднимите свой флаг и изо всех сил пойте гимн устойчивости. Подходите к жизни с верой и решимостью, сражайтесь как чемпион. Знайте, что Бог укрепит вас, когда вы почувствуете слабость. Слушайте Его, верьте в Него, и вы обнаружите, что Его голос направляет вас. У Него есть благословенный план для вашей семьи. Хотя в данный момент дела могут идти не очень хорошо, вы подниметесь и победите невидимых врагов. Не бойтесь никого, ибо, когда вы будете говорить, Бог даст вам точные слова. Он дал вам свой дух для самообладания, чтобы ваши эмоции были подчинены Его воле. Встречайте каждое испытание с верой и непоколебимой уверенностью, потому что Бог с вами. Он не оставил тебя, когда ты был далеко от Него, Он спас тебя, когда ты забыл Его. Теперь, когда вы отдали Богу свою жизнь, Он переместит небо и землю, чтобы вести вас. Он вложит свой блестящий меч в ваши руки, и ваши враги побегут. Вы смелы и глубоко любимы. Вы все еще верите, что Бог может сегодня сотворить внутри вас мощное чудо? Выразите благодарность за дар жизни. Ничего не стоит выразить это своими словами. Бог знает ваши нужды еще до того, как вы их озвучите. Доверьтесь Ему. Проводите минуты покоя с Богом, обретайте тишину и считайте свои благословения. Подумайте о своей жизни, семье, здоровье, о воздухе, которым вы дышите, о еде на вашем столе, о приюте над головой, о сверхъестественной защите вашего дома, об ангелах-воинах, охраняющих вас и ваши мечты. Есть бесчисленное множество причин чувствовать себя благословленными. Вы должны сосредотачиваться на этом ежедневно, чтобы ваш разум был наполнен добром. Осознайте, что Бог держит вашу судьбу в своей руке. Живите с благодарным сердцем, которое признает свою нужду в Боге и ищет Его с верой и надеждой. Воистину, вы благословенны. Я вижу ваше беспокойство, ваше стремление к тому, чтобы все обошлось хорошо, и понимаю бремя ваших обязанностей. В вашем доме есть пропитание, в вашей семье есть жизненная сила. Не позволяйте никому и ничему лишить вас спокойствия и уравновешенности, к которым вы так стремитесь. Будут мрачные дни, когда вы потеряете из виду свою благодарность, а противник нашептывает сомнения, вселяя в ваш разум страх и опасения. Я наблюдаю и жду, пока вы поднимете руки и произнесете слова, которые заставят противника бежать. Скажите: «Спасибо за мою жизнь, мою семью, мое благополучие, все, чем я являюсь и что имею». Ваша искренняя вера и благодарное сердце служат щитом, сохраняя вашу устойчивость даже перед лицом трудностей. Когда ты пройдешь сквозь пламя страданий, я буду рядом с тобой. И когда вы проснетесь на следующий день, знайте, что я здесь, жаждущий услышать ваши первые слова, исходящие из глубин вашей благодарной души. Скажите: «Спасибо. Спасибо. Спасибо за жизнь». Аминь. Дорогое дитя, ангелочки радуются и поздравляют тебя. В ближайшие 3 часа телефон, который вы держите в руках, зазвонит и сообщит новости, которые навсегда изменят вашу жизнь. Если вы верите в обильные благословения Бога и в то, что Он превзойдет ваши ожидания, наберите 1111.
Бог превращает вашу нехватку в изобилие, ваши испытания в свидетельство, а ваше замешательство в ясность. Приготовьтесь быть приятно удивленными, ведь Бог уже общался с нужными людьми и организовал для вас исцеление, освобождение и продвижение по службе. 2 Царств 22 часа 31 минута. Путь его совершенен, слово Господне безупречно. Он защищает всех, ищущих у него убежище. 3 Царств 3:9. Итак, дай рабу твоему проницательное сердце, чтобы управлять своим народом и отличать добро от зла, ибо кто достаточно способен управлять этим великим твоим народом? 2 Царств 25. Вернитесь и скажите Иезекии, вождю моего народа, так говорит Господь, Бог твоего праотца Давида, я услышал твою молитву и увидел твои слезы. Я исцелю тебя. 1 Паралипоменон 16 часов 11 минут. Обратитесь к Господу и силе Его, всегда ищите лица Его. 2 Паралипоменон 7 часов 14 минут. Если народ мой, называющийся моим именем, смирится и помолится, и взыщет лица моего, и обратится от злых путей своих, то я услышу с небес, и прощу грех их, и исцели свою землю. Ездра 7 часов 10 минут. Ибо Ездра посвятил себя изучению и соблюдению закона Господня, а также обучению его постановлениям и законам в Израиле. Неемия 8 часов 10 минут. Неемия сказал: «Идите и наслаждайтесь изысканной пищей и сладкими напитками, и пошлите немного тем, у кого ничего не приготовлено. Этот день свят для нашего Господа. Не печальтесь, ибо радость Господня, ваша сила. Есфирь 4 часа 14 минут. Ибо, если ты промолчишь в это время, то облегчение и избавление для евреев придет из другого места, а ты и семья твоего отца погибнете. Такое время. Иов 1 час 21 минута. Нак я вышел из чрева матери моей, нак и выйду. Господь дал, Господь и взял. Да славится имя Господне. Псалом 1:1. Блажен, кто не идет в ногу с нечестивыми, и не стоит на пути, по которому идут грешники, и не сидит в обществе насмехающихся. Псалом 23:1. Господь, пастырь мой, у меня нет недостатка ни в чем. Псалом 26:1. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне бояться? Псалом 37:4. Утешайтесь Господом, и Он исполнит желание сердца вашего. Псалом 46:1. Умолкните и знайте, что я Бог, возвыслюсь среди народов, вознесусь на земле. Псалом 51:10. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух твердый обнови внутри меня. Псалом 63:1. Ты, Боже, Бог мой, Тебя усердно ищу, Тебя жажду, все существо мое жаждет Тебя в земле сухой и иссохшей, где нет воды. Псалом 91:1. Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Вседержителя покоится. Бог говорит, что это знаменательная неделя для вас, наполненная победами, безмерными благословениями, двойными благословениями, чудесами, прорывами, восстановлением и выздоровлением. Ожидайте финансовой помощи, изменяющих жизнь благословений и чудес на вашем пути. Если вы посмотрите это видео до конца, Бог внезапно высвободит божественное в вашей жизни. Цепи, ограничивавшие вас, разрушатся. Вы получите работу, о которой молились, отношения восстановятся, исцеление придет, и финансовый прорыв произойдет внезапно.
Введите 101, чтобы потребовать это. Если вы хотите легко привлечь богатство, начиная с сегодняшнего дня, перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать шокирующие секреты богатства, раскрытые известным ученым НАСА. Бог и его ангелы работают от вашего имени, и вы станете свидетелем роста и продвижения во всех сферах своей жизни. Исцеление было послано с небес, и Бог восстанавливает ваше тело, сердце, разум и семью. Господь все оборачивает для вашей пользы. На вашем пути приближается прорыв, и Он вас удивит. Скажи спасибо. В сфере вашего существования выразите благодарность за божественное обеспечение в вашей жизни, ваше здоровье, вашу семью, пищу на вашем столе, крышу над головой и божественную защиту, окружающую ваш дом. Помните, что признательность – это фундаментальный ключ к признанию божественной благости в вашей жизни. Временами вы можете чувствовать себя обремененным и перегруженным своими обязанностями. Но не забывайте, в вашем жилище есть пропитание, а в вашей семье здоровье. Не позволяйте никакой внешней силе нарушить ваше спокойствие и стабильность. Во времена тьмы, когда вы не помните о своих благословениях, противник нашептывает сомнения в ваш разум. Однако вы обладаете силой выразить свою признательность, рассеивая негатив. Выразите благодарность за ваше существование, за вашу семью, за ваше здоровье и все, что у вас есть. Ваша сердечная вера и благодарный дух служат щитами, укрепляющими вас даже в невзгодах. Вы будете бодры. Помните, что сегодняшний день – это подарок жизни, и чтобы выразить благодарность, не требуется никаких денежных вложений. Выразите свою благодарность, и пусть первые слова каждый день выливаются из вашей души, наполненной благодарностью. Верьте в себя и в божественный план для вас. Вы благословленны, любимы и смелы. Божественное с вами на каждом шагу. Если вы согласны, выразите свое согласие словами «Аминь». Божественное призывает вас проявлять настойчивость, даже когда кажется, что ваши молитвы остаются без внимания. Оставайтесь стойкими на своем пути, невзирая на препятствия. Сохраняйте свое достоинство и никогда не поддавайтесь оскорблениям или унынию. Помните о своей личности, как о любимом дитя Всемогущего, очищенном драгоценной кровью Агнца. Вы имеете огромную ценность в глазах вашего Небесного Отца, вас глубоко любят и ценят на небесах. Примите эту истину, живите ею и всем сердцем верьте в нее. Когда вы откроете свои уста с верой, Господь наполнит их своими благословениями. Господь жаждет защитить вас, и вы должны всем сердцем довериться Его любви. Он обещает всегда быть рядом с вами, даже когда вы столкнетесь с испытаниями и трудностями. Помните, что ежедневная борьба часто представляет собой битву в вашем уме, где противник пытается посеять сомнения, замешательства и беспочвенные страхи. Однако любовь Всевышнего к вам непоколебима. Он любил вас в прошлом, любит вас в настоящем и будет любить вас в будущем. Держите эти слова близко к сердцу, и пусть они направляют вас каждый день. Никогда не сомневайтесь в любви Всевышнего и не чувствуйте себя отвергнутыми, ибо Он совершил для вас много великих дел. Вы важны для Него, и Он благословит вас уникальным образом. Оставайтесь твердыми и идите вперед, несмотря на сплетни и клевету со стороны других.
В моменты разочарования и слабости напоминайте себе, что за горой конфликтов лежит множество благословений. Всевышний никогда не хотел, чтобы вы страдали, и Он всегда был внимателен к вашим плачам. Ваша вера становится непобедимой, когда вы доверяете Ему и Его обещаниям, отказываясь подчиняться смущающим эмоциям или печали. Господь обещал свой мир, поэтому не позволяйте отчаянию овладеть вами. Говорите с Ним с доверием, и Он устранит ваши страхи и наполнит вас надеждой. Продолжайте бороться, даже если вы видите, что многие желания и потребности не реализованы. Всемогущий пообещал ответить на ваши молитвы, поэтому верьте в Него и ожидайте благословений, превосходящих ваше воображение. Поместите Всемогущего в центр своей жизни и ищите Его руководство в Его Слове. Молитесь от всего сердца и наполняйте свой дух Его. Он избрал вас задолго до того, как вы узнали Его, и найти Его невозможно. Призовите Его имя, и Он ответит. Будьте готовы к Его ответу, поскольку Он может удивить вас обилием благословений, которые Он приготовил. Никогда не принижайте себя и свою ценность. Вы – дитя Всемогущего, и Он организовал вашу жизнь в идеальное время и цель. Даже в минуты сомнений и испытаний помни, что ты не один. Всевышний всегда защищал, поддерживал и направлял вас. Доверьте Ему свою веру и свое будущее. Ищите компанию хороших, поддерживающих друзей, которые воодушевляют и ценят вас. Отпустите тех, кто подрывает вашу самооценку. Всевышний приведет на смену вам позитивных единомышленников. Будьте готовы к чудесным благословениям, которые вас ждут. Всевышний любит вас глубоко, и Он все исправит. Когда я говорю с вами со всей нежностью и любовью в своем сердце, пусть ваше беспокойство растает. Я хочу, чтобы вы почувствовали себя комфортно и нашли минутку для отдыха. Дай мне несколько минут, зайди в мои объятия и найди утешение в моем присутствии. Поделитесь со мной желаниями своего сердца, чтобы я мог помочь вам восстановить покой. Я вижу, что ты обеспокоен, и не хочу, чтобы ты носил это бремя в одиночку. Я желаю, чтобы вы в полной мере наслаждались благословениями, которые я дарую вам, и обрели новый интерес к жизни. Доверьтесь моему слову, будьте уверены, что я выполняю свои обещания, и научитесь узнавать свой голос, когда он говорит с вами. Я жажду более крепких, близких и ясных отношений с вами. В ближайшем будущем вы станете свидетелем чудес, которые я намерен сотворить в вашей жизни. Но чтобы это произошло, каждый день преклоняйте колени передо мной и ищите меня всем своим сердцем. Моменты, которые вы проводите со мной, драгоценны, как я показал вам, наполняя ваше сердце миром и любовью даже всего за несколько минут молитвы. Пришло время открыть глаза и увидеть чудеса и сверхъестественные чудеса, которые вас ждут. Посмотрите в зеркало и посмотрите за пределы своей физической внешности. Ты сосуд моих благословений и силы. Вы непобедимый воин, которого измеряют не ваши враги, а ваши непоколебимые решения и победы перед лицом испытаний. Дорогое дитя мое, чего ты ждешь? Встаньте, раскройте руки и примите все благословения, которые я изливаю на вас. Не теряйте ни минуты, презирая себя. Вас не оценивают по уровню вашего совершенства. Я уже очистил тебя своей кровью и даровал тебе прощение.
Дочь моя, сын мой, услышь меня. Прими мою любовь и не сомневайся в ней. Верьте этому всем своим сердцем. Я тебя люблю. Я здесь, чтобы выслушать, обнять, утешить и сказать слова жизни и привязанности вашей душе. Я глубоко люблю тебя и хочу, чтобы ты почувствовал себя достойным моей любви. Говори со мной уверенно обо всем, что тебя беспокоит. Я не хочу, чтобы вы жили в муках или были в плену страха. Ты невероятно ценен для меня. Сегодня я уверяю вас, что даже когда вы больше не можете найти в себе сил разделить со мной свое бремя, я уже работаю над тем, чтобы помочь вам преодолеть и добиться победы в вашей ситуации. Я чувствую все в твоем сердце. Я слышу каждую мысль, которая приходит тебе в голову. Помните о своей личности, как о любимом дитя всемогущего, очищенном драгоценной кровью Агнца. Вы имеете огромную ценность в глазах вашего Небесного Отца, вас глубоко любят и ценят на небесах. Примите эту истину, живите ею и всем сердцем верьте в нее. Когда вы откроете свои уста с верой, Господь наполнит их своими благословениями. Господь жаждет защитить вас, и вы должны всем сердцем довериться Его любви. Он обещает всегда быть рядом с вами, даже когда вы столкнетесь с испытаниями и трудностями. Помните, что ежедневная борьба часто представляет собой битву в вашем уме, где противник пытается посеять сомнения, замешательства и беспочвенные страхи. Однако любовь Всевышнего к вам непоколебима. Он любил вас в прошлом, любит вас в настоящем и будет любить вас в будущем. Держите эти слова близко к сердцу, и пусть они направляют вас каждый день. Никогда не сомневайтесь в любви Всевышнего и не чувствуйте себя отвергнутыми, ибо Он совершил для вас много великих дел. Вы важны для Него, и Он благословит вас уникальным образом. Оставайтесь твердыми и идите вперед, несмотря на сплетни и клевету со стороны других. В моменты разочарования и слабости напоминайте себе, что за горой конфликтов лежит множество благословений. Всевышний никогда не хотел, чтобы вы страдали, и Он всегда был внимателен к вашим плачам. Ваша вера становится непобедимой, когда вы доверяете Ему и Его обещаниям, отказываясь подчиняться смущающим эмоциям или печали. Господь обещал свой мир, поэтому не позволяйте отчаянию овладеть вами. Говорите с Ним с доверием, и Он устранит ваши страхи и наполнит вас надеждой. Продолжайте бороться, даже если вы видите, что многие желания и потребности не реализованы. Всемогущий пообещал ответить на ваши молитвы, поэтому верьте в Него и ожидайте благословений, превосходящих ваше воображение. Поместите Всемогущего в центр своей жизни и ищите Его руководство в Его Слове. Молитесь от всего сердца и наполняйте свой дух Его. Он избрал вас задолго до того, как вы узнали Его, и найти Его невозможно. Призовите Его имя, и Он ответит. Будьте готовы к Его ответу, поскольку Он может удивить вас обилием благословений, которые Он приготовил. Никогда не принижайте себя и свою ценность. Вы – дитя Всемогущего, и Он организовал вашу жизнь в идеальное время и цель. Даже в минуты сомнений и испытаний помни, что ты не один. Всевышний всегда защищал, поддерживал и направлял вас. Доверьте Ему свою веру и свое будущее. Ищите компанию хороших, поддерживающих друзей, которые воодушевляют и ценят вас. Отпустите тех, кто подрывает вашу самооценку.
Всевышний приведет на смену вам позитивных единомышленников. Будьте готовы к чудесным благословениям, которые вас ждут. Всевышний любит вас глубоко, и Он все исправит. Когда я говорю с вами со всей нежностью и любовью в своем сердце, пусть ваше беспокойство растает. Я хочу, чтобы вы почувствовали себя комфортно и нашли минутку для отдыха. Дай мне несколько минут, зайди в мои объятия и найди утешение в моем присутствии. Поделитесь со мной желаниями своего сердца, чтобы я мог помочь вам восстановить покой. Я вижу, что ты обеспокоен, и не хочу, чтобы ты носил это бремя в одиночку. Я желаю, чтобы вы в полной мере наслаждались благословениями, которые я дарую вам, и обрели новый интерес к жизни. Доверьтесь моему слову, будьте уверены, что я выполняю свои обещания, и научитесь узнавать свой голос, когда он говорит с вами. Я жажду более крепких, близких и ясных отношений с вами. В ближайшем будущем вы станете свидетелем чудес, которые я намерен сотворить в вашей жизни. Но чтобы это произошло, каждый день преклоняйте колени передо мной и ищите меня всем своим сердцем. Моменты, которые вы проводите со мной, драгоценны, как я показал вам, наполняя ваше сердце миром и любовью даже всего за несколько минут молитвы. Пришло время открыть глаза и увидеть чудеса и сверхъестественные чудеса, которые вас ждут. Посмотрите в зеркало и посмотрите за пределы своей физической внешности. Ты сосуд моих благословений и силы. Вы непобедимый воин, которого измеряют не ваши враги, а ваши непоколебимые решения и победы перед лицом испытаний. Дорогое мое дитя, чего ты ждешь? Встаньте, раскройте руки и примите все благословения, которые я изливаю на вас. Не теряйте ни минуты, презирая себя. Вас не судят по уровню вашего совершенства. Я уже очистил тебя своей кровью и даровал тебе прощение. Дочь моя, сын мой, услышь меня. Прими мою любовь и не сомневайся в ней. Верьте этому всем своим сердцем. Я тебя люблю. Я здесь, чтобы выслушать, обнять, утешить и сказать слова жизни и привязанности вашей душе. Я глубоко люблю тебя и хочу, чтобы ты почувствовал себя достойным моей любви. Говори со мной уверенно обо всем, что тебя беспокоит. Я не хочу, чтобы вы жили в муках или были в плену страха. Ты невероятно ценен для меня. Сегодня я уверяю вас, что даже когда вы больше не можете найти в себе сил разделить со мной свое бремя, я уже работаю над тем, чтобы помочь вам преодолеть и добиться победы в вашей ситуации. Я чувствую все в твоем сердце. Я слышу каждую мысль, которая приходит тебе в голову. В этот день, когда кажется, что твои страдания усилились, знай, что я ближе к тебе, чем ты можешь себе представить. Моя дочь, мой сын, сделай глубокий вдох. У меня все под контролем. Не бойся. Продолжайте верить. Я понимаю, что иногда кажется, что все идет медленно, но многое происходит, и каждая деталь имеет свое место в моем совершенном и божественном плане. Потерпи. Я расчищаю пути, сдвигаю горы, устраняю препятствия и сражаюсь с невидимыми противниками. Чудо, о котором вы просили, уже в пути. Я наполняю тебя миром и спокойствием. Успокойте свое сердце и позвольте улыбке коснуться ваших губ. Все будет в порядке. Найдите счастье в этот момент, поразмышляйте о прекрасном.